Институт истории имени Марджани и Общество краеведов Татарстана побывали в научных поездках по России. Как историческое прошлое татар связано с Алтаем и Хакасией? Об этом мы говорим с гостем нашей студии, председателем Общества краеведов Республики Альбертом Бурхановым. Добрый день, здравствуйте. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые татарстанцы. Народы, проживающие в Хакасии и на Алтае, и мы имеем общие корни, относимся к тюркоязычным народам. Именно вот этой страной был вызван ваш интерес? Необходимо сказать, что в последние годы у нас достаточно большие контакты с этими регионами, в частности, Республикой Алтай, Алтайским краем. Не зря руководители Татарстана, Рустам Нургалич Минаханов и другие руководители часто бывают в гостях в этих регионах. И, естественно, Татарстан для жителей этих регионов, для ученых является как бы ориентиром изучения истории, культуры и экономического развития. С этой позиции в последнее время мы тоже, ученые, стараемся активизировать наши контакты, участвуем в различных конференциях, организуем научные экспедиции и научные контакты. Ну, в частности, в этом году у нас были хорошие встречи, поездки по районам Сибири, места компактного проживания татар Волго-Уралья и сибирских татар, а также жителями и специалистами из Хакасии, Республики Алтай. Ну вот я хочу сказать, летом у нас была прекрасная конференция. Ежегодно там проводится традиционная конференция Идель-Алтай, традиционная, посвященная культуре народов Евразии, где рассматриваются вопросы истории, культуры, языка. И вот в этом году мы традиционно участвовали в работе этой конференции, которая была посвящена юбилею Института алтаистики, горно-алтайский в городе. В ходе этой поездки мы, во-первых, как всегда, традиционно посетили город Барнаул, который имеет, кстати, древние тоже традиции, связанные с эпохой Золотой Орды. Город построен был по данным источников многих на территории Золотоордынского поселения. И татары здесь активно проживали уже с 17-18 веков. Уже в 19 веке, по крайней мере, по данным барнаульским и алтайским, татары там представляли достаточно мощную диаспору. Здесь действовала соборная мечеть, медресе. Значит, до сих пор существует несколько и действует активно несколько татарских сел. И вот представителям Барнаула, как раз региональной автономии, мы как раз встретились и обговорили многие вопросы, в частности, развития краеведения, изучения населенных пунктов татарских именно в этом регионе. Дальше мы посетили, естественно, то место, которое сейчас становится святым для всех алтайцев, всех тюрков. Это территория, где постановлен монумент, значит, центр Евразии, где установлен знак по инициативе нашего руководства, Ментима Шариповича, в частности, знак Татарстана. Ежегодно традиционно проводятся уже соседние республики на Саянском крае, будем говорить о Саяно-Минусинской котловине, в городе Абакане, столица Хакасии, ежегодно катановские чтения. В этом году тоже такая конференция уже прошла, и, значит, конференция называлась «Народы и культура Южной Сибири с определенных территорий», и издана специальная вот такая работа. Я хочу сказать, что Казанский университет, в частности, проводит большую работу под руководством Рамиля Миргасимовича Валеева по изучению наследия Катанова. Многие архивные материалы находятся в Татарстане, Национальном архиве, Казанского университета, Турецкой республики. И в последнее время собралось достаточно большое количество материалов уже, собственно, в Хакасском научно-исследовательском институте. Вот. И хакасы очень интересный народ. И в ходе этой конференции мы посетили, кроме непосредственно вот конференции, которая достаточно интересная конференция, в ходе открытия конференции была подчеркнута роль Республики Татарстан, изучение наследия Катанова, изучение истории тюркских народов. В частности, учитывая это заслуги Республики Татарстан, наших ученых, Рамилю Миргасимовичу Валееву была вручена 16 по счету медаль имени Катанова, который вручался до этого 15 гражданам только Республики Хакасия, а вот впервые это получил представитель другого региона или другого региона. Находки, которые мы сейчас наблюдаем на нашем столе, Татарстан, это уже немножко... Вот об этом мы как раз и хотели поговорить, ведь и Татарстан тоже до сих пор, можно сказать, изучаете, а все
равно находится еще что-то такое неизвестное. Вот расскажите, какая самая интересная здесь находка представлена на нашем столе? Я Есть что-то хотел такое? бы начать с того, вот последние годы мы в Татарстане, у нас тоже работа ведется в районах Татарстана. Кроме тех, кто мы не забываем сибирских татар, не забываем наших братьев хакасов и алтайцев, мы работаем на своей территории Татарстане, на границе с Башкортостаном, Восточном Татарстане, других регионах Татарстана. И последние годы мы уделяем большое внимание совместной деятельности ученых, историков, археологов, этнографов с деятельностью краеведов, учителей, музейных работ на местах. А когда проводишь научные исследования, археологические, эпиграфические, то есть исследования могильных плит, каких-то объектов прошлого промышленности, значит, архитектура, это, значит, медресе, здания старые сохранились или церкви и так далее, мы без помощи местных краеведов не можем, и без местной администрации. Вот, в частности, мы проводили в этом году несколько уникальных конференций в Знакаевском районе, это уже второй раз международного масштаба, были изданы 3 книги, вот очерк истории Юго-Восточного Татарстана, у нас есть книги древности Восточного Закамья, это вот Знакаевский район у нас активно проводит такую работу, и в ходе после археологических, эпиграфических и других исследований мы проводим вот такие конференции. Аналогичная работа мы недавно провели в Черемшанском районе. Вот эти находки как раз представлены Черемшанский район. Черемшанский район один из неисследованных районов. Непосредственно в Черемшане и в селе Шишманская крепость сохранились остатки фортификационных сооружений. Например, село Карамышево находился вал, который многие специалисты считают, она толком не исследована, около 9 километров следы вала. Это считается как бы пограничная зона, одной из участков укреплений Волжской Булгарии. То есть на ближайшие годы нашим краеведам есть чем заняться, можно сказать так. И краеведам у нас работы очень много, потому что у нас перспективы вот несколько проводились мы в Татарстане и Башкирии. Во-первых, создано Всетатарское общество краеведов, представительством многих регионов Российской Федерации. Сейчас идет процесс регистрации. Мы начали издавать журнал «Туганжир», «Родной край». Издается очень много. Вот только в Черемшанском районе, если взять, в целом, там, по моим данным, 42 села и деревни, а издано по истории сел более 70 книг. Вот такая активное население. 20 октября мы проводили такую конференцию, посвященную проблемам изучения истории населенных пунктов и объектам историко-культурного наследия, то есть изучения их, сохранения и использования. Потому что в Татарстане очень богатое количество историко-культурных объектов и природные объекты, которые тоже важно исследовать, которые не используются до сих пор в туристических целях, потому что это богатое наследие татарского народа. Мы наряду археологическими, эпиграфическими, архитектурными, промышленными объектами, значит, музейными данными, другими объектами, природными данными, мы должны изучать и биографию известных людей, которые дают очень много для приезжих людей. Тогда мы могли бы формировать, активизировать татар, проживающих за пределами, не только татар. Вы знаете, у нас такие крупные объекты, как Булгар, Сверх, сейчас притягивают многих людей из других стран. Интерес ЮНЕСКО нашим объектам не случайно. Если взять вот Российскую Федерацию, только Татарстан из республик, я беру, не считая среднеазиатские, Азербайджан и другие республики, Татарстан имеет столько количества объектов, которые включены в список всемирного наследия. А таких регионов в России, именно национальных республик, больше я не знаю. Ни Башкирии, ни Якутии такого нет. А вот вы ученый-краевед, вот какая стезя вам больше интересней? Ну, во-первых, я всегда занимался с давних пор археологией Востока, Средней Азии. И, естественно, Татарстан косвенно тоже является частью Востока, Евразии. И в Татарстане, как археолог, я уже говорю, самое большое количество, наверное, в регионах Российской Федерации археологических памятников, по крайней мере, в Волго-Уральском регионе. Поэтому мы еще многие вещи недооценим. Все считают, что мы много исследовали в Татарстане. Фактически не более 5% памятников
памятников археологии изучено. А вот памятники эпиграфики, то есть на могильные плиты, которые находятся в сельских кладбищах, до сих пор не исследовано. Их надо исследовать. А они дают очень много интересного. Во-первых, они определяют дату, приблизительно, по крайней мере, дату, ближайшие 50 лет возникновения многих сел. Мы благодарим вас за подробнейшую интересную беседу. К сожалению, формат нашей программы не позволяет, но мы вас ждем в наших следующих программах. И, возможно, вот изучение могильных плит станет одной из тем наших программ. Я думаю, это необходимо. Я, пользуясь моментом, хочу поздравить ваш телеканал в том, что вы открыли новые программы, которые будут с большим интересом смотреть не только Татарстана, но и сопредельной территории. Я думаю, со временем масштабы вашей трансляции расширятся. Желаю вам удачи, всего доброго, будьте здоровы. А телезрителям большое спасибо за то, что нас слушали. Желаю всем здоровья и успехов. Хорошего вам дня. Спасибо.